Он расследовал дело ЮКОСа и Совкомфлота и за это внесен в санкционные списки США. А в России он лучший руководитель следственного отдела. Дмитрий Сотьев, победитель ведомственного конкурса, сейчас возглавляет Сыктывкарское подразделение Следственного комитета России, крупнейшее в Коми. Здесь работают настоящие мастера своего дела, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Репортаж Эдуарда Бушуева. Присаживайтесь. Обычное утреннее совещание. Следователи докладывают о проводимой работе, проверкам различных материалов и расследовании уголовных дел. Дмитрий Сотьев внимательно всех расспрашивает и выслушивает. Там, где требуется, дает советы. Именно за такой наставнический подход и ценят его подчиненные. Нам нужно, проверить его первичные показания, кто его опрашивал, да, с кем он работал. И посмотреть еще, возможно, там есть видеозаписи. Надо сделать тщательный осмотр места происшествия и с криминалистом посмотреть, может быть, там где-то установлены частные видеокамеры. Возможно, получится подтвердить либо опровергнуть его версию. Дмитрий Сотьев решил стать следователем, когда проходил учебную практику в Сыктывкарской прокуратуре. Выпускника юрфака СГУ, уже прошедшего стажировку, отправили в родную Воркуту. Деловую хватку молодого сотрудника заметило руководство. В 2005-м его включили в следственную группу Генеральной прокуратуры по громким уголовным делам, в том числе экс-владельца ЮКОСа, инагента Михаила Ходорковского. За это Дмитрия Сангуровича даже вносили в санкционные списки США. А он ничуть не жалеет, поскольку получил бесценный опыт по проведению широкомасштабных расследований и, самое главное, понял главный смысл этой трудной профессии. Следователь при оценке доказательств руководствуется прежде всего законом и совестью. Не обязательно это, конечно, связано именно с тем, что любой ценой доказать виновность. Задача следователя, она настолько же отвечает вопросам уголовного судопроизводства, настолько, насколько защита потерпевших, да, от преступления, так и не привлечение невиновного. Должен понимать, что от его действий, от его профессионализма, расследования уголовного дела зависят судьбы людей. Дмитрий Сотьев несколько лет проработал заместителем руководителя Сыктывкарского отдела СКР и возглавил его в 2020-м. Своим опытом и знаниями он ежедневно делится с коллегами. Понятно, что до этого неоднократно исполнял обязанности, но все равно другой уровень ответственности. И именно в этой должности, да, я еще, можно сказать, еще для себя открывая новые горизонты, так называемые. Надо здесь работать и выполнять обязанности, которые тебе доверило, во-первых, руководство, да, когда назначали, когда определенные задачи ставили при назначении. Я думаю, я их еще не полностью раскрыл, и есть к чему стремиться. От профессионального выгорания Дмитрия Сотьева спасает спорт, активный отдых с семьей и еще одно увлечение, которое появилось совсем недавно. По опубликованным архивам Минобороны он выясняет, где и как воевали его деды в годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о ветеранах для него, как и его коллег, это особая и при этом личная задача. Уважение к предкам, которые, не щадя своей жизни, защищали Родину, он прививает и своим детям. Эдуард Бушуев, телеканал Юрган, Сыктывкар.